Ситуация на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области остается напряженной. Об этом сообщил председатель государственной пограничной службы Уларбек Шаршеев. По его словам, дорога Аксай-Тамдых в двух местах Аксай и Төрткөчө остается закрытой. Дорогу в местности Аксай перекрыли наши граждане, в местности Төрткөчө – таджикистанцы. Сейчас мы ведем переговоры с таджикскими коллегами. На месте находится полпред правительства в Баткенской области и органы местного самоуправления, добавил Уларбек Шаршеев. Напомним, 13 марта в селе Аксай Баткенской области на кыргызско-таджикском участке границы произошел конфликт. По предварительным данным, граждане Таджикистана хотели помешать строительству дороги Аксай-Тамдых. Пограничники Кыргызстана воспрепятствовали этому. Население кыргызского села тоже собралось. Люди начали бросать друг друга камнями. Вечером пограничникам удалось локализовать конфликт. Однако через некоторое время ситуация вновь накалилась. Состояние раненого в ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе Кыргызстана тяжелое. Об этом сообщили в Минздраве. Уточняется, что мужчину прооперировали, сейчас он находится в реанимационном отделении. Состояние раненого тяжелое. У него ранение грудной клетки. Пациент находится на аппарате искусственной вентиляции легких, но он в сознании, проинформировали в Минздраве. Секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев прокомментировал конфликт на границе с Таджикистаном. Личный состав Баткенского пограничного отряда переведен на усиленный вариант охраны границы. Переговоры идут со вчерашнего вечера и продолжаются до сих пор. Все правоохранительные органы Кыргызстана и Таджикистана принимают меры, чтобы стабилизировать ситуацию, рассказал Сагынбаев. 13 марта по инициативе кыргызстанской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Кыргызской республики Чингиза Айдарбекова с главой МИД Таджикистана Сираджиддином Мухриддином, в ходе которого стороны отметили важность тесного взаимодействия соответствующих органов двух стран во имя сохранения и укрепления добрососедских отношений братских народов. Премьер-министр обозначил проекты, реализации которых в 2019 году нужно заняться в первую очередь. Свое видение он озвучил на расширенном совещании с руководителями министерств и ведомств. По его словам, в социальном секторе нужно улучшить доступ и качество общего образования с доведением охвата детей школьным образованием до 98%. Укрепить систему первичной медико-санитарной помощи. Добиться строительства современных объектов физической культуры и спорта в каждой области. Кроме того, Мухаммедкалый Абылгазиев отметил важность завершения реализации компонента «Безопасный город» на всей территории страны. Среди приоритетных проектов развитие экономики регионов на основе точек роста и оптимального размещения производительных сил, внедрение системы фискализации налоговых процедур и запуск в промышленном режиме госпортала электронных услуг и увеличение числа услуг, предоставляемых в электронном формате, до 80. Решение по отключению отопления в Бишкеке будет принято после 25 марта, сообщил вице-мэр Бишкека по вопросам ЖКХ Рыспек Сарпашев. По его словам, 25 марта соберется комиссия, которая выслушает метеослужбы и примет окончательное решение об отключении отопления в квартирах горожан. Подача тепла прекращается, если в течение 5 дней подряд термометр показывает среднесуточную температуру больше 8 градусов. Отключение произойдет не раньше 10-15 дней с момента заседания комиссии. Отметим, в Бишкеке с каждым днем становится все теплее. Ночью наблюдается плюсовая температура. 18 марта в столице днем воздух прогреется до плюс 19.